В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Европейский дипломат поблагодарил за поддержку. Президент принял Анти Турунена, складывающего из себя полномочия сопредседателя женевских дискуссий. О вреде наркотиков, недопущении правонарушений и о многом другом. Профилактические мероприятия в школах. Меры будут жесткие. Энергосбыт намерен усилить борьбу с неплательщиками. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял сопредседателя женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ООН Анти Турунена. Как подчеркнул европейский дипломат, это его последняя встреча с президентом Абхазии в качестве сопредседателя на женевских дискуссиях. Анти Турунен выразил Раулю Хаджимба благодарность за поддержку. И на протяжении 7 лет моей работы в этом непосредственно статусе у меня была возможность наблюдать за очень многими позитивными событиями, позитивными развитиями, в частности, которые касаются проектов, связанных с экономическими возможностями, улучшениями в области социальных моментов, а также ситуации, касающейся инфраструктуры в Абхазии. Я убежден в том, что мы и в дальнейшем будем оказывать вам поддержку. Я имею в виду все эти агентства ООН, которые представлены в Абхазии, готовы помогать вам во всех необходимых вопросах, в частности, касающиеся вопросов документации, проектов, связанных с образованием. Все эти вопросы, которые сегодня находятся на повестке дня, которые требуют решения, и эти решения, я считаю, могут быть найдены на основе наилучшей практики, которая имеется в распоряжении международных агентств. Много вопросов и проблем, которые есть, решаются. Значительная часть, к сожалению, иногда бывает не так быстро решается, как хотелось бы. Но надеюсь на то, что возможности, которые прикладываются к решению этих задач, будут способствовать улучшению ситуации. Мы с вами прилагаем массу усилий для того, чтобы все-таки снимать напряжение по многим направлениям. В то время, когда международные структуры принимают активное участие в этих процессах, к сожалению, грузинская сторона, я это говорю в первую очередь, продолжает блокировать все те вопросы, которые связаны с темой даже гуманитарных вопросов. Я не думаю, что это придает ей больше авторитета, но это есть. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о награждении Вячеслава Габра орденом Ахидзапша третьей степени. Как отмечается в указе, за весомый вклад в работу Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар. За высокий профессионализм, многолетнюю и плодотворную работу в области сельского хозяйства Лев Гурджуа и Юрий Арзенба указом президента награждены орденом Ахидзапша третьей степени. За вклад в развитие энергетической отрасли Абхазии, заслуги в подготовке квалифицированных кадров указом президента почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Абхазия» присвоено Виктору Вершинину. Отделом по делам несовершеннолетних УВД города Сухум усилена работа по профилактике и недопущению правонарушений среди подростков. В связи с этим во всех школах республики по поручению министра внутренних дел Гарри Аршба проводятся профилактические беседы с учащимися старших классов. Подростковый возраст – один из самых сложных периодов становления человека. В этом возрасте дети подвержены сильным психологическим и эмоциональным переживаниям. Уже не ребенок, но еще не взрослый человек. Не всегда гармонично и безболезненно входит во взрослую жизнь. В этот момент подростка подстерегает немало опасностей. На сегодняшний день на учете отдела по делам несовершеннолетних по республике состоит 74 подростка. 4 несовершеннолетних отбывают наказание в местах лишения свободы. Среди преступлений, наиболее часто встречаемых среди подростков, кражи, хулиганство и разбой. По поручению министра внутренних дел Гарри Аршба отделом по делам несовершеннолетних усилена работа по профилактике и недопущению правонарушений среди подростков. На сегодняшний день мы обозначили ряд мероприятий и хотим охватить все школы по Республике Абхазия, чтобы непосредственно сотрудники милиции, это не имеет значения ИДН, который непосредственно проводит мероприятия с подрастающим поколением, туда будут включены непосредственно руководители управлений, руководители тех
организации, где непосредственно находятся эти школы. Даже будем подключать администрации районов. Мы будем посещать школы и проводить беседы профилактические, направленные на воспитание подрастающего поколения. Криминологами доказано, что организованные преступные группы состоят преимущественно из людей, которые еще до достижения 18-летнего возраста употребляли наркотики и попадали в поле зрения правоохранительных органов. Теме организованной преступности и опасности употребления наркотических веществ были посвящены лекции, которые провели сотрудники отдела по делам несовершеннолетних УВД города Сухум в 12-й и 1-й средних школах столицы. Ученикам 9 и 11 классов рассказали о недопустимости употребления наркотиков, о вреде употребления табачных изделий. Им объясняли, какое уголовное наказание предусмотрено за хранение и сбыт наркотиков. Сообщили также об административной ответственности за потребление наркотических веществ. Мы проводим лекции на разные темы, касающиеся наркомании, борьбы с наркотиками, также дорожно-транспортные происшествия, пресечение преступлений, правонарушения. Мы читаем лекции в разных классах. Есть начальные классы, где мы проводим лекции. Также мы проводим в старших классах, разделив поэтапно. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних особо обратили внимание подростков на опасность вовлечения в компьютерные игры, в которых даются указания к тем или иным противоправным действиям, в результате чего ребенок может сильно пострадать. Дети очень внимательно слушали, задавали вопросы. Беседа вызвала у них неподдельный интерес. Лекция была очень интересна для меня. Теперь для себя, и для своего будущего, для детей, которые будут у меня тоже, буду объяснять о том, что наркотики – это очень плохо. Я узнала очень много нового, что в нашей республике также проводятся такие познавательные лекции. Мне кажется, что такие лекции даже очень хорошо проводить в каждой школе. И это не так один раз, а по несколько раз, потому что ученики это осваивают, они понимают, что так делать неправильно, как надо делать в дальнейшем, чтобы потом не сесть в тюрьму и неблагополучно прожить свою оставшуюся жизнь. В нашем окружении в наше время сейчас очень много таких, которые считают это чем-то, которые стремятся к этому. А это совершенно... Я, например, против этого. Побороть преступность можно лишь искоренив, преодолев неуважение к закону и пренебрежение к праву в целом. Проблема с наркоманией может быть решена только если к борьбе с этим злом будут привлечены все слои населения. Ведь усилия сотрудников правоохранительных органов и учителей, объясняющих детям на уроках и таких беседах вред и опасность употребления наркотиков, оказываются напрасными, если они не подкрепляются действиями и примерами в обществе в целом. С начала декабря филиал РУП «Черноморэнерго» «Энергосбыт» будет предпринимать более жесткие меры по отношению к неплательщикам потребляемой электроэнергии и лицам, у которых не установлены приборы учета. Более подробно о проблеме и предлагаемых путях ее решения расскажет Сария Смар. С декабря счетчики электроэнергии должны быть установлены в каждом доме. За свет и потребляемую электроэнергию жильцы будут платить строго по счетчикам. В случае, если в доме или же в квартире не установлен счетчик, сотрудники энергосбыта будут считать количество потребляемой энергии уже другими способами и предъявлять счета. Такие жесткие меры были приняты в связи с тем, что в Абхазии сегодня остро стоит проблема неуплаты за потребляемую электроэнергию. Все электроприборы абонента, их потребление суммируется, умножается на 24 часа и на 30 дней. Это называется по максимальной установленной мощности. То есть мы будем стремиться к тому, чтобы отходить от фиксированной 1000 киловатт в пользу начисления по максимальной установленной мощности. На сегодняшний день такой подсчет он будет стимулировать абонента установить прибор учета, потому что он будет потреблять в любом случае меньше, чем установленная мощность, так как электроприборы он может в какой-то момент использовать, в какой-то момент не использовать и так далее. Подобная практика будет введена в первую очередь в городах, так как именно жители городов потребляют больше электроэнергии. Именно в городах мы нуждаемся в экономии электроэнергии в первую очередь.
Вот. Но в целом эта политика, конечно, исходя из законодательства, должна распространяться и по всей стране, она будет распространяться. Просто нужно время на это. На самом деле прибор учета в среднем обходится от 600 рублей. То есть многие абоненты сегодня могут себе позволить это установить и платить за ту электроэнергию, которую они потребили, и обезопасить себя от перегрузок в сети, от аварийных ситуаций. На сегодняшний день количество потребляемой электроэнергии во многих домах практически невозможно установить по причине отсутствия счетчиков, говорит директор энергосбыта Инал Лазба. Жильцы этих домов платят в месяц 400 рублей. Чаще случается так, что заплатили они меньше или больше, чем потребили электроэнергию. Именно по этой причине нужны счетчики. Более того, в домах, где не установлены, количество потребляемой энергии в разы уменьшилось. Тем самым на линиях электропередачи аварий стало намного меньше. Наличие учета нам дает также возможность предотвращать аварии, потому что если мы будем знать, кто сколько потребляет с трансформаторов, в случае появления каких-то нелегальных подключений, мы будем оперативно получать информацию, реагировать, соответственно, сеть не будет перегружаться, будет меньше аварий. То есть тот опыт, который у нас есть за эти годы в тех домах, где мы полностью оборудовали приборами учета, практика показала, что потребление в этих домах значительно снижается. Практически во всех домах нового района столицы установлены приборы учета потребляемой электроэнергии. Многие исправно платят по счетам. Но по всему городу сегодня еще множество домов, где необходимо установить счетчики. Установив один раз этот прибор, жильцы облегчат работу не только себе, но и работникам РУП Черноморэнерго. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Общественная коалиция «За равные возможности» провела круглый стол, в рамках которого обсудили существующие проблемы и перспективы доступной среды и универсального дизайна. Во встрече приняли участие депутаты парламента, общественные деятели, глава администрации Сухума Отгур Харазия и все те, кому не безразлична обсуждаемая тема. Репортаж Али Китрапш. На сегодняшний день люди с ограниченными возможностями сталкиваются со множеством проблем. Необходимо прикладывать больше усилий, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали себя ущемленными, отмечали участники встречи. Первое – это создание доступной среды для людей с инвалидностью, ну и не только. Второе – это создание предпосылок для внедрения инклюзивного образования в наших школах, детских садах, университетах и так далее, потому что дети с инвалидностью, дети с особенностями не имеют такой возможности полноценно быть встроенными в социальную жизнь своих сверстников. Еще одно направление – это информационно-просветительская работа. Основная цель – это изменение и преодоление стереотипов в обществе о том, что инвалидности и инвалидов нужно стесняться. Общественная коалиция «За равные возможности» функционирует у нас в стране всего несколько месяцев. Основная задача организации – улучшение условий жизни людей с ограниченными возможностями в Абхазии, создание нормативно-правовой базы, которая защищала бы людей с ограниченными возможностями. Юрист Саида Будба ответила, что Кабинет министров еще в 2014 году утвердил постановление о доступной среде для инвалидов, однако оно так и осталось на бумаге. То есть теоретически, что касается среды и доступности с архитектурной точки зрения, у нас есть это постановление Кабинета министров. Что касается, я посмотрела все законодательство относительно вообще упоминания особых условий для реализации прав инвалидов, к сожалению, в этом смысле больше нечем нам похвастаться, кроме вот этого постановления, то, которое было принято в результате того, что были какие-то объекты капитального строительства, которые строились в определенный период в последнее время, и которое предусматривало вот эту графу обязательную при составлении проектно-сметной документации. Сегодня маломобильные группы населения встречаются с разными физическими барьерами, которые не позволяют им посещать учреждения, пользоваться транспортом, по-настоящему быть интегрированными в общество. Говоря о доступной среде людей с ограниченными возможностями, необходимо учитывать универсальный подход, отмечают специалисты. Потому здания и другие объекты, открытые для населения, должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы для инвалидов они были доступны. Однако не все следуют правилам проектной документации на строительство зданий и предприятий. К сожалению, проекты, которые поступают к нам, не всегда предусматривают все разделы проектной документации. У нас есть свои требования, которые проектные организации часто не выполняют. Сейчас ограничен к нам доступ на экспертизу частных объектов, которые строят индивидуальные
предпринимателей. Хотелось бы, чтобы в постановлении Кабинета министров о составе раздела проектной документации и далее о представлении на экспертизу проектов предусматривалось и частные объекты. Глава столичной администрации Адгур Харазия считает, что в данной ситуации законодательство играет второстепенную роль. Главное, мы сами должны изменить отношение к этой проблеме. Мы еще не дошли до того уровня, когда мы точно соблюдаем законы. Но мы должны изменить отношение к этой категории людей. Через телевидение, через газеты, через круглые столы. Без этого у нас ничего не получится. Любой человек, который что-то строит, но я строю дом собственный. Управление архитектурой его там не принимает никакого решения, никакого участия в этом не принимает. У нас нет, правильно она сказала, градостроительного закона. Никто мне не обязывает, как в Европе делают. На встрече также говорилось о том, что дети с инвалидностью должны иметь доступ к обучению в обычных школах, чтобы они не чувствовали себя оторванными от общества. Также необходимо развернуть широкую просветительскую кампанию по преодолению стереотипов, существующих в обществе по отношению к людям с ограниченными возможностями. Разработать градостроительный закон, который обеспечит беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам инфраструктуры. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Посольство России в Абхазии оформляет документы на получение российского биометрического паспорта. Теперь жители Абхазии при наличии российского гражданства имеют возможность получить паспорт нового поколения. Об этом наш следующий сюжет. Биометрический паспорт значительно отличается от обычного загранпаспорта. В него встроена специальная микросхема, содержащая фотографию, фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер паспорта. Стандарты предусматривают возможность хранения в микросхеме специальной биометрической информации, например, рисунок радужной оболочки глаза или отпечатков пальцев. Также биометрический паспорт выдается сроком на 10 лет, а это главное его преимущество, считают сотрудники посольства. В Абхазии оборудование для подготовки биометрических паспортов тоже было поставлено несколько лет назад. Но в связи с тем, вы, наверное, прекрасно знаете, что, к сожалению, условия нам не позволяли нормально работать, потому что старое посольство было слишком маленькое, и оборудование стояло, скажем, назовем так, может, в полускладских помещениях. И вот с апреля месяца 2017 года мы можем осуществлять прием граждан, желающих оформить себе биометрические паспорта. Для получения биометрического паспорта необходимо лично явиться в консульский отдел посольства России в Абхазии. С собой нужно иметь паспорт гражданина России, паспорт гражданина Абхазии, свидетельство о рождении, свидетельство о браке при условии, что менялась фамилия, и трудовую книжку. Уже на месте граждане фотографируются и вместе с сотрудниками паспортного стола заполняют электронную анкету. Вся информация, естественно, в электронном виде отправляется в Москву по специальным каналам. Это, с одной стороны, очень удобно. Почему? Потому что, грубо говоря, мы отработали там 2-3 дня, и всю информацию, то, что люди обратились к нам, мы собираем на специальные флешки и отправляем в Москву по электронным каналам. И буквально там, грубо говоря, через полчаса вся информация уже в Москве. Сотрудники посольства отмечают, замена обычного загранпаспорта на биометрический не только ускорит процесс получения документа, но и облегчит работу всего посольства. Ведь в течение 2018 года появится необходимость заменить более 40 тысяч обычных российских паспортов. Соответственно, будут большие очереди и возможные задержки получения документа, удостоверяющего личность в срок. Иногда приходят сразу ответы на 300, на 400 паспортов, понимаете? Это вот сейчас. А если как в 2018 году ожидаем, это до 40 тысяч, вы представляете, какой объем. Вы сами прекрасно понимаете, что у нас штат не 100 человек, и оборудование для подготовки этих паспортов тоже, понимаете, не целый цех. Поэтому, конечно, это все очень сложно. С российским биометрическим паспортом значительно упрощается процедура получения виз в большинство зарубежных стран, в том числе и в зону Шенгенского соглашения. К тому же наличие данного паспорта облегчает прохождение границы многих государств, так как на пунктах пограничного контроля большинства стран установлено оборудование, считывающее данные с микрочипа. Обладателем паспорта нового поколения или биометрического паспорта идет
приоритет, можно сказать, да. Потому что во многих, скажем так, назовем их развитых странах, потому что они уже давно сами перешли на эти паспорта, действительно это биометрия. Плюс даже при прохождении паспортного контроля во многих странах, во многих аэропортах созданы специальные коридоры. Биометрический паспорт просто вставляется в систему, и благодаря наличию вот этого электронного чипа информация моментально читается. И сразу у нее все на экране загорается. Это просто ускоряет гораздо проход. Есть страны, в которых уже практически с обычными 5-летними паспортами не пускают. Требуют обязательно наличия биометрического паспорта. Биометрический паспорт выдается людям с 3-летнего возраста. Правда, специалисты рекомендуют родителям оформлять биометрические паспорта детям от 10 лет. Есть еще несколько критериев, по которым граждане не смогут получить биометрический паспорт. Биометрический паспорт не выдается людям, которые впервые оформляют загранпаспорт. Впервые. Если вы хотя бы раз оформляли загранпаспорт, естественно, российский, даже если он у вас просрочен, то все равно он уже был вам выдан, то, пожалуйста, биометрия. Если человеку надо обязательно иметь биометрический паспорт, но он оформляет впервые, мы тоже нашли из этого выход. Вы оформляете себе обычный 5-летний паспорт, вот вы его сегодня получили. И сразу идете оформлять биометрию. По закону вы имеете право иметь 2 загранпаспорта. Но, еще раз подчеркиваю, 2-й загранпаспорт может быть только биометрический, никаких других. Биометрический паспорт детям до 14 лет стоит 2600 рублей. Взрослому человеку оформление документа, удостоверяющего личность, обойдется в 5200 рублей. Для получения загранпаспорта необходимо оплатить консульский сбор в кассе на Званба-9. Обычный паспорт стоит, 5-летний, для взрослого 1950, а для ребенка 650. Но это на 5 лет, а это на 10. В принципе, получается то же самое. Многие говорят, что вот в России подешевле. Да, в России подешевле. В России, я сам читал, биометрия 3500, но вот я недавно читал на МВДшном сайте России, что вот прям вот планируют поднять стоимость биометрического паспорта для взрослого до 5000. У консульского отдела посольства России в Абхазии очередь. Кто-то сдает документы на получение паспорта, кто-то уже его получает. Но тех, кто оформляет биометрический паспорт, здесь не так много. Я хотел просто на 5 лет, который поменять. А мне сказали, на 10 здесь делают. Вот я пришел сюда. Конечно, удобно. 5 лет пролетает быстро. Так я оттуда с границы ехать, это 100 километров сюда и обратно 100. Пенсионерам тем более очень трудно. Срок оформления паспорта менее 3 месяцев. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Завтра в 16:00 в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба состоится итоговый концерт победителей конкурсов Республиканского центра народного творчества имени Ивана Кортуа. В рамках концерта также пройдет вручение наград лучшим фольклорным коллективам, исполнителям эстрадной и бардовской песни, композиторам, оркестрам и хореографическим ансамблям. Цель концерта показать зрителям разнообразие жанров, которые сегодня имеют место в Абхазии. Мы пригласили на этот концерт коллективы, отдельные исполнители, которые в течение 2017 года принимали активное участие во всех конкурсах, фестивалях, смотрах, выезжали за пределы Абхазии, пропагандировали искусство Абхазии и стали в наших республиканских мероприятиях лауреатами, а некоторые дипломантами. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению синоптиков, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, дождь, возможен дождь со снегом. Во второй половине дня погода прояснится. Температура воздуха ночью плюс 4-6, днем плюс 5-7 градусов тепла. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.